Усім прывітанне яшчэ раз, з вами по-ранейшаму Зміцер Лукашукі. Мы працягваем абмяркоўваць падзею Беларусі і за яе межамі, і працягнем мы гэтае абмеркаванне і не толькі гэтых пытанняў, але я думаю, што шырака мы сёння так возьмем, таким невадам пройдземся па ўсіх інфармацыйных нагодах з маёй госцяй, рэдактаркай выдання План Б, былой палітзняволенай Ольгай Лойкай. Прывітанне, спадарня Ольга. Давай, может быть, пачнем. Я хотел бы, конечно, пачаць с таких важных, актуальных тэмаў, звязаных с палітычным аспектам, але один з наших гледачоў яшчэ не пачаўся эфир, але закінуў тэму, якую таксама можна, я думаю, абмеркаваць. У любым выпадку я гэтае пытанне таксама хотел табе задаць. Пытанне такое, піша аблучатель: что там з Машэнскім здарылася? Усё яшчэ норм публічна прасоўваць непажаданую асобу ў Польшчы. Не баіцеся адказнасці за гэта? Ці згодныя, што Машэнскі гаманец рэжыму? Ну давай по таких по пунктах. Па-першае, от сама сітуацыя з прызнаннем Машэнска непажаданай асобай у Польшчы. Наколькі гэта нечакана і наколькі, на твой погляд, гэта апраўдана? Слушай, достаточно давно самые разные акторы говорили о том, что его надо включать, инициировали и так далее. Понятно было, что раньше или позже в каком-то виде это может быть. Да, отвечая вот этому гражданину: нет, не боюсь, нет, не считаю. Вот. В смысле, не боюсь ответственности, не считаю кошельком. Чему? При этом, безусловно, уважаю право Польши видеть у себя тех, кого она хочет видеть. Да? Не вижу никаких противоречий в рамках всех демократических процедур. Да? Не считать его кошельком Лукашенко, и не вижу, как это противоречит нежеланию Польши его видеть у себя. Польша не желает, значит, не желает. Вот. Тем более, что я понимаю, что там еще есть процедура, когда можно будет попытаться подавать апелляцию. Вот, на это решение. Я не вижу доказательств, собственно. Да? Вот почему не считаю? Потому что мне неизвестно о фактах, которые бы это доказывали. Вот. Хотелось бы достаточно прямых. Вот. Там была такая спрэчка, насідалі вельмі моцна на Кныровіча, які таксама лічыць, што ў прынцыпе доказаў таго, што Машэнскі гаманец рэжыма, ці што ён нейкія там палітычныя рэпрэсіі на сваіх прадпрыемствах здзяйсняў, няма, і таму, маўляў, ці варта да яго прымяняць нейкія санкцыйныя такія метады. То есть вот ты сапраўды не згодна з тымі, хто кажа, што у любым, калі справа размова ідзе пра вялікі бізнес у Беларусі, то хочаш ты, не хочаш, ты ўсё адно у той ці іншай ступені, але кошелек рэжыма. Финансист режима. Нет, конечно. Тогда фактически все работающие в Беларуси, работающие легально по белому, они кошельки, и чем больше ты платишь налогов, тем больше ты кошелек. Это достаточно странная претензия, да, в Беларуси много больших компаний, крупных, и платят они не Лукашенко, платят они в бюджет, зарплаты, пенсии, пособия, социалка вся, медицина и так далее. Если у нас не стоит задача убить Республику Беларусь, сделать ее голой боссой, в общем-то, налоги нужны, и эффективные предприятия в стране тоже нужны. Там работают белорусы, там работают наши люди. Странно было бы желать им каких-то нехороших вещей. Вот. Да, я читала, что Александр пытался это объяснять. Мне еще понравилась аргументация Дмитрия Крука о том, что фактически это внедрение в Беларуси вот этой культуры частного бизнеса, да, не совка государственного, который у нас процветает масштабно, да, а нового, другого, вполне европейского, цивилизованного порядка взаимоотношений на культуры производства, культуры отношения к работникам, и это тоже важно, да, вот эти европейские ценности, они гораздо больше распространяются в народ через вот эту корпоративную культуру, а не через там какие-то крики, призывы и лозунги, да, потому что на самом деле рядовому пролетарию ему довольно сложно объяснить про какие-то европейские ценности. А вот когда у него на производстве это происходит, да, я помню историю, это, по-моему, с Барановичевским было, с заводом, где спрашивали, после того, как Машэнскі купил с аукциона и потом государство пакет акций, спрашивали людей: как вам там вообще? Они говорят: слушай, конечно, по технике безопасности, конечно, там по дисциплине, конечно, по всему подзажали, вроде ничего так. Такое тревожное такое,
да, ну, держимся как-то, да, вот что-то новое пришло, и ты думаешь, ну, конечно, безопасность, конечно, техника безопасности, конечно, технологии производства, да, ну, как бы хотелось бы, конечно, чтобы это все было, чтобы люди не пугались этого, чтобы это внедрялось, чтобы там финансы предприятия велись как положено по стандартам там, международным, а не так, как у нас это делается в Беларуси. Вот, поэтому ну, я не вижу таких доказательств. Вот. Можа быть справа не у бізнесе, можа там размова про кошелек, не кошелек режима, ну у датычна, скажем, польскага рашэння не ідзе, можа быть все ж таки гэта звязана з яго іншай там как бы дзейнасцю па-за межамі яго прадпрыемства, все ж таки там спортклуб, там нейкія там вот эти удзелы там на ўзроўні там нейкіх там нарадаў у Лукашэнкі, там здаецца там ці яшчэ что-нибудь. Слушай, да, ну есть спортклуб, да, где он, как глава Федерации гребли, насколько я помню, действительно входил в Напсовет. Ну, как бы, если это доказательство чего-то, ну, как бы, мне кажется, что если человек аффилирован со спортклубом, это доказательством было бы, если бы, допустим, в совместных предприятиях он там является соучредителем, да, вот это участие в бизнесе. А Напсовет, значит, спортивного клуба, который занимается спортом, молодежным спортом, продвижением и так далее, ну, это же не коммерческая деятельность. Опять, если это достаточно, ну, Польша на самом деле может кого угодно считать нежелательным для своей страны, да, и мы будем в любом случае уважать это право, да. Спасибо ей за то, что она вот бывших политзаключенных сочла уместными у себя и сильно помогла с легализацией, да. Если бы она сочла неуместным, было бы странно обсуждать ее право это сделать, да. Возможно, ей что-то известно, мне это неизвестно, вот. Ну да, тым больше вот неяк так супала, наколькі я разумею, ён там быў таким ганаровым консулам, да. Ісландыі. І таксама гэта ганаров консульства там ці адмовіўся, ці пазбавілі, таксама некая незразумелая гісторыя. Вот неяк так вот связалася ўсё. Такое адчуванне, што з'явіліся у Машэнска, умоўна кажучы, там ці у санкцый супраць Машэнска нейкія лабісты, антылабісты, якія змаглі нешта нарэшце зрушыць з мёртвай кропкі вот у гэтай справе датычна яго. И вот типа кто это мог бы быть и чим так вот не догодил. У меня есть версия, но нет доказательств, поэтому озвучивать не буду. Я только единственное, что я не понимаю, как это по режиму нанесет удар, вот, как это по Машинскому нанесет удар, я в общем могу себе вообразить, вот, а по режиму, честно говоря, не очень, вот. Ну, коли у такой логицы разважать, то что вот конкретно по режиму, а тым больш конкретно по Лукашенку, якія дзеянні, якія санкцыі, якія рашэнні удар нанясуць, ну апроч запланаванага мощного удара Тихановского, ну так увогуле цяжка сказать. Ну как, ну мы же знаем, где деньги его, да, мы же знаем про эмиратские проекты, да, ну попросите Трампа, ну видишь, не получается, не дотягиваются. Вот. Ну, опять, есть бизнесмены, которые участвуют в схемах, получая доступ к тем ресурсам, к которым невозможно получить доступ другим участникам рынка. Да? Мы же там не сравниваем нефтянку или табачный рынок, где совершенно четко играет государство, распределяя квоты, объемы и так далее, с рынком пищевки, где, в общем-то, игроков море, и это вопрос личной эффективности, а не какой-то там близости к государству. Желающих купить белорусский колхоз, насколько я знаю, очередь не стоит. Вот. Это все-таки немножко другое, да, когда тебе дают, к примеру, табакерки по всей стране поставить, которых никогда не было, да, и вот оно, наконец. Ну, это немножко другое. Пытанне ад Максіма. Цікава, чаму на прадпрыемстве Машэнскага працуюць не пальцы, а не беларусы? Не, ну беларусы там таксама працуюць, но факт прысутнасці не пальцаў пра што-нибудь сведчыць ці не? Слушай, я не знаю на самом деле, а какие проблемы с непальцами и почему им, собственно, нельзя... Ну как, это же, знаешь, где вот сейчас, вот сколько там у Машэнского, 100 там или 150, зараз 150 тысяч, которые Лукашенко пообещал. И как-то белорусы напружились. Они боятся чего? Что их места займут непальцы и пакистанцы или что? Да чего боятся эти толерантные люди, ну что же? Вот, ну, на самом деле, я не знаю насчет непальцев, уважительно отношусь к трудовой миграции, и если непальцы законопослушные выполняют
работу, имеют достаточную квалификацию, почему нет? Прекрасные люди. Вон в руководстве и в совладельцах Амкадора не пальцы были изначально, и ничего, нормальное было предприятие, все было замечательно. Вот. Все-таки ксенофобия белорусов, она такая достаточно серьезная на самом деле, да. Кроме того, что они не пальцы, какие-то еще претензии есть, да, ну, выглядят не по-нашему, а в остальном. Вот. Ну, может, действительно нет желающих работать в колхозе. Работа тяжелая, на производстве тоже работа тяжелая. Вот. И я помню, что вот это, ну, прям не очень были довольны работники, что, слушай, ну, как-то напряженнее стало, да, как-то больше хотят, больше требуют. Вот как-то все это стало сложнее с приходом нового собственника. Вот, поэтому... Ну, не хотите, значит, будут не пальцы. Ну, кстати, тогда уволилось очень мало людей, на самом деле, хотя я помню, что там было очень хорошее у них условие ухода, и боялись, что многие захотят покинуть этот барановический комбинат после покупки Машинским. Там 6 окладов им давали. Ну, можно было уйти, что называется, да, а 6 окладов – это много, и люди, которые хотели получить бы деньгами, в общем-то, позволили себе, но это было мизерное количество. Все-таки хорошая работа на дороге не валяется, и белорусы любят работать участника, хорошо к этому относятся. И вот эти государственные плюшки все меньше, в общем-то, прельщают. Не пальцы, але вось сапраўды заўвага такая добрая, что можа бяруць не пальцаў тому, что беларусаў праз палітыку не бяруць. Ну, сапраўды шмат гісторый, ну, наколькі гэта ў маштабе, конечно, ўсяго працоўнага рынку ўсёй Беларусі маштабная з'ява, але тым не менш мы ведаем выдатна выпадкі, калі чалавека з-за палітыкі потым яго ўносяць там у чорныя спісы, там волчыя білеты, калі ты не можаш уладкавацца на працу, вось ты там інжынер, там, ну, ці чалавек з кваліфікацыяй, а у лепшым выпадку ці куды-нибудь дворнікам уладкуешся, і то будешь шчаслівы. То есть вот такая ситуация таксама ёсць, то есть палітычныя рэпрэсіі з-за палітыкі ты не можаш уладкавацца, а тут вот как бы прыязджаюць чужыя людзі, і ім добра на доброе место, добрые профессии, на той же самый завод, куда тебе не возьмут. Ну, я не думаю, что речь идет об инженерном квалифицированном специалисте, да, вот как-то сомневаюсь, это очень гипотетическая ситуация. Ну, я тут не ситуация, конкретно да. про Машинского и его завод, а ввогуле про вось гэтых умоўных там 150 тысяч не пальцев, не пальцев, але працоўных мигрантов из іншых краінаў. Слушай, ну, при всех этих серых, черных списках, я знаю людей из этих списков, да, это, ну, обычно должности не рабочего на заводе. А как раз мигранты – это обычно должности рабочего на заводе. Поэтому я бы сказала, что эти идеи мало пересекаются между собой, эти две проблемы, два вопроса. Вот, поэтому... Ну, мне неизвестно о случаях увольнения вот с этих крупных частных предприятий. Я с несколькими владельцами, не с Машинским, говорила, спрашивала. Ну, все сказали, что таких увольнений не было, что там, даже если кого-то очень просили, прям вот очень наставили, что кого-то надо убрать, искали другую должность, переводили на другое юрлицо, решали вопрос, но прямо там... чисто, как охота на ведьм, ничего такого не было, ну, потому что слишком сложно создается этот коллектив, то есть тут ничего личного, что называется, но не спешили выполнять такие распоряжения и максимально пытались решить проблему, да, у них у всех есть какие-то другие компании, другие юрлица, и пытались просто перекинуть этих людей. Вот, ну, особенно если речь идет о хорошем сотруднике, о хорошем работнике. Пытанне Антон Закусін задае, я так разумею, з нагоды сённяшняга свайго расследавання, якое бюро апублічыла. Паспела паглядзець? Нет еще. Там ідзе размова про дачку экс-главы Нацбанка Надежду Ермакова, Юлія Кухаренко, якая заснавала сваю там некую фірму, кампанію, сваю, не сваю, ну якую яна ўзначальвае, скажем так. І гэтая кампанія пастаўляе рыбу ды іншыя замарожаныя вот рыбапрадукты у калоніі, у СІЗА, ну і вось вот такія вось установы. З гэтай нагоды Антон Закусін пытаецца, як госця думае, маштабы кумаўства вялікія ў Беларусі?
Не сомневаюсь абсолютно. Рыба в СИЗО совершенно ужасно, абсолютно. Вот, геноцид белорусского народа. Вот человека, который ел эту рыбу в СИЗО? Не ел ни разу. Я такое не ем, людям такое не дают, и это надо запретить законодательно и прекратить. Ну, я не знаю, поставляла ли она тогда на самом деле. Вот, но это в самом деле... Но поставщиков рыбы у СИЗа и колонии треба притягнуть до криминальной отказности. Ну, вроде того. Как минимум до гастрономической, и заставить вот это есть самим. Ну, ей-богу, да, людей так не кормят. Вот личные впечатления. Вот. Четверг – страшный день в этом плане. Раз уже мы так плавно перайшлі до тэмы калоніі СІЗО і адпаведна палітвязняў, давай, можа быть, звернемся до тэмы, з якой я і планаваў пачаць нашу размову, калі б нас тут не збілі з этой запланаванай нашай сцяжынкі. Як табе гэтая дыскусія, ціск ці перамовы, як табе падаецца, ці да месца яна сёння, і ўвогуле як ты яе ацэньваеш? Слушай, ну, очевидно, что все очень нервные, волнуются, усталые и так далее. Да? Проблема ненасильственной коммуникации, которую Лилия Власова в 2020 году активно продвигала, она остается, и она очень нужна. Да? Умение говорить друг с другом, когда ты раздражен, устал, обеспокоен и так далее, ну, просто не дается. Да? Уровень взаимных оскорблений мне абсолютно не нравится. И, безусловно, это ложная дихотомия, да, переговоры или уступки. Ну, ребят, хороший полицейский, плохой полицейский, всегда это все идет параллельно. И многие смеются с Трампа, с его этих, да, там, люблю Владимира, убью Владимира. Вот, я про Путина. Вот, но на самом деле действительно всегда работает чередование и так далее. Да? Окей, было давление, сейчас появился чуть другой трек, чуть другая возможность, используем ее, но на самом деле ее же используют и те, кто говорил, что мы там за давление. Да? Просто не надо ставить человека к стенке и говорить, вы что, отказались от своей идеи? Ну, нет, ребят, мы просто по ходу используем разные тактики, да? Ни от какой идеи никто не отказался. Да? Вот, потому что, опять, одно дело там, говорить просто абстрактно, что я вот там давить, я за то, чтобы, значит, ни шагу назад, там пусть Келлог не едет, сдает билеты, разворачивает самолет, все, не надо, да? Ну, ты попробуй выйти и сказать это, к примеру, там, жене или мужу политзаключенной, объяснить его детям, маме, что, ну, все, ребят, ну, все, Келлог сдает билеты, потому что нам не нравится, да, а что он обнимается с Лукашенко? Ну, вот обнимается. Я не думаю, что он в восторге от этих объятий на самом деле, да. Это такая вот дипломатическая работа. Ты едешь, делаешь довольно неприятные вещи. Это нравится далеко не всем, но ты забираешь с собой 14 человек, да. И все очень счастливы, очень рады и очень ждали, и это дает очень большую надежду. Да? Ну, назад возвращать не будем, нам ок, да, тот способ, которым их достали. Тем более мы же слышим то, что они говорят, когда вышли, да, ну, это реально ужасно, и то, что люди пережили за эти годы, ну, это прям очень сильно впечатляет даже самых-самых непримиримых людей, да. Одно дело абстрактно, ну, представьте своего родственника в этой ситуации, особенно если этот родственник, там, пожилой человек, женщина, там, молодой человек, молодая девушка. Ну, это прям тяжело, больно, и я не вижу смысла сейчас давить этого несчастного родственника, который ждет, надеется и говорит, там, ребята, пожалуйста, да, там, помолчите, попросили взять паузу вас, ну, возьмите паузу. Вы хотели свергнуть режим через 3 недели, ну, пожалуйста, свергните его через 5, да. Ну, вот просто столько ждали, давайте еще чуть-чуть подождем, да, тем более, что если идеи у вас нет, вот, ну, даже если есть, неизвестно мне про эту идею ничего пока, поэтому ничего не могу сказать. Вот, поэтому ситуация напрасная на самом деле. Ситуация сотрясения воздуха, ситуация всеобщего какого-то такого взбудораженного состояния, да, и тревожности, и надежды, и напрасных совершенно пасов для лукашенковской пропаганды. Хотя, на самом деле, пропаганда, даже если все будут зайчики, котики и будут вести себя исключительно прилично, все равно найдет к чему прицепиться, поэтому, в общем-то, я бы тут сильно не напрягалась. Я вот посмотрела сейчас газета моя любимая «Минская правда» с миллионом ошибок, да, там 2-3 текста про Тихановского в день выдает, да.
такой пиар Тихановского, это прям, слушай, может, им там заплатили, не знаю, какая организация, вот, ну, никак не может успокоиться. То есть, если белорусы внутри страны и не очень успели в 2020 году понять, кто Тихановский такой, да, то сейчас просто государственная газета обеспечивает их, ну, прям со всех сторон этой информацией, да, вот. Просто вот несколько тем, да, вот, по-моему, там было на главном экране один текст про Лукашенко и два про Тихановского. Вот, ну, как-то даже немножко, я бы сказала, политнекорректно вот, переигрываем. Вот. А в целом, слушай, ну, демократия, она такая, она немножко бардачно выглядит, но... Ну, але вот глядзі, калі нават узяць словы не зусім дакладна вырваная цытата Тихановскай, якую она там казала, што у палітыка спрычыніла там поўную дыскусію, там адказ на адказ, там, господи ты, боже мой, с одного боку Иван Кравцов, другого Франак Вячорка. І там уже такія дыскусіі, такое адчуванне, што зараз рассварацца дэмакратычныя сілы, ну, вдрызг па вот менавіта пытанню, яким же чынам вызваляць палітвязняў. Да не дождутся, не дождутся. Я надеюсь, что у всех хватит здравого смысла, просто реально момент напряженный, да, действительно. И я тоже слышала от многих, что вот почему Светлана так, ну, она говорила это европейцам, а не американцам. Ну, фраза действительно получилась такая немножко неловкая, ну, как часто бывает, когда ты фразу вырываешь откуда-то. Вот, ну, переговоры идут, процесс идет. Поэтому я бы, в общем-то, немножко просто сбавила градус и успокоилась. Вот. Плюс надо понимать, что в Европе же тоже тенденции идут, и они какие-то немножко не в ту сторону, да, не в ту сторону тиска, которую отстаивает одна из сторон, хотя на самом деле нет. Да, отстаивает достаточно узкая группа людей, а многие акторы, в том числе офис, вполне системно работает, и я не вижу противоречий в действиях двух сторон, а говорить можно все, что угодно. Я говорю, что после того, как Иран победил Израиль, я уже считаю, что можно сказать вообще абсолютно все, и это будет ок. Да? Ну, скажите. Вам хочется сказать, скажите. Вы победили Лукашенко? Окей. Революция победила? Прекрасно. Значит, ну, вообще не вопрос. Вот. Победила, значит, победила. Считайте так, если вам это в психотерапевтических целях почему-либо полезно. Да? Единственное, что очень опасно сейчас считать, это то, что репрессии закончились, да, о чем Андрей Стрижак постоянно говорит, да, и ну, они не закончились. И вот это меня беспокоит несколько больше, чем то, переговорами или как-то еще выйдут люди, да. Я верю, что люди выйдут, что процесс идет, ну и по объективным причинам видно, что он, признакам видно, что он идет. Но репрессии тоже идут. Да? Это не арифметический вопрос. Мне очень не нравится, когда говорят, ага, 2 вышло, там, 3 посадили. Да? Ну, ребят, как бы, во-первых, если бы не вышло 2, 3 бы все равно посадили. Да? Сидели бы они впятером. А так они сидят втроем. Сейчас мы точно знаем, за что сажают. Да? Более или менее понятен круг. Давайте не увеличивать возможности режима, не искушать его появлением своей скромные персоны на границах страны, да, потому что многие решают, что, слушай, ну, как бы, ну, уже почти все закончилось, а тут летние каникулы. Да, я все-таки съезжу, да, ну, не надо, ну, потерпите, вот реально. У меня есть сомнение, что Лукашенко может закончить эти репрессии, хотя, возможно, он этого хочет. Ну, прям было бы ему логично сейчас этого хотеть, да. США никогда не снимает санкции, она их приостанавливает. И приостановка санкций подразумевает, что любые вот эти вот, как он там про правительство вчера смешно сказал, они шалят с ценами. Да? Вот если он будет шалить с политзаключенными, они шалуны известные у нас, что правительство, что Лукашенко, да? То может получиться так, что ну, не может он это остановить, не получается у него. Да? Потому что ты как команды не отдавай, все равно машина разогналась, и она пытается людей все равно прихватывать по каким-то другим статьям даже. Ну, скажут, по 342 все, срок давности истек, забыли. Да? Ну, будут какие-то другие вещи. Вот. В любом случае, ему это будет невыгодно, особенно если Штаты снимут санкции. Ну, ты представь, вот 5 лет он этого добивался, вот, допустим, там, я не знаю, там, открыли ему небо, привезли запчасти для Боинга, или там вагон с калием куда-то поплыл, да, поехал. И тут, извините, какой-нибудь ретивый на местах гражданин продолжает все еще хватать людей, да, это знаешь, как война окончилась, а он все еще партизанит и поезда под откос пускает, да. Мужик, война кончилась, все,
Да? Больше Лукашенко это не надо. Спасибо всем, свободны. Но я боюсь, что он не может это остановить. Вот этот риск есть. И сейчас очень важно не подыгрывать ему, не пытаться, не создавать ему дополнительные возможности для задержаний. А народ действительно уже подрасслабился. Особенно эта категория, кто здесь находится, и такая, я за новостями не слежу. Да? Как там безопасно проехать в Беларусь? Ну, пока никак. Да? Если у тебя есть основания сомневаться в этом и задавать этот вопрос, ну, значит, для тебя пока никак. Вот. А искушение велико, и многие пытаются. Ну да, все ж таки, Ольга, давай вот тэма рэпрэсій, яна таксама вельмі актыўна як аргумент ужываецца падчас гэтай дыскусіі, тому что сапраўды кажуць, вот эта аргументация, что ну так а что вот мы будем добиваться вызвалення, ну в сэнсе вот добра, конечно, что люди выходят, але калі рэпрэсіі не спыненыя, то адпаведна новых сажаюць і гэтак далей, і таму трэба ставіць жорсткія умовы, ну і далей по тэксце. То есть атрымліваецца, что у дадзенай ситуации все ж таки ставіць жорсткія умовы. Ёсць нейкія варыянты, каб это сумясціць і працэс вызвалення і спынення рэпрэсій, ці трэба карыстацца тым, што ёсць, выцягваць? Ну, оно в любом случае будет совмещаться, потому что если санкции приостановлены, да, то в интересах Лукашенко, чтобы они не были возобновлены, да, а особенно если выхлоп будет минимальный, да, потому что если санкции возобновят, потому что, я не знаю, каких-то там лайкнувших тетенек двух задержат или за донат в $50 кого-то закроют в СИЗО, да, очень было бы обидно снова потерять то, над чем мы так долго работали, да, Келлога туда-сюда катали, обнимали его тут, лобзали, отдавали всех этих бармалеев, да, чтобы лишиться этого всего за какого-то задержанного человека, которого, ей-богу, да, если вам так уже подгорало, там, ну, попугайте его немножко в Следственном комитете, дайте ему штраф и отпустите, да. Я надеюсь, что пойдет вот по этому пути. Остановиться сразу точно невозможно, да. Поезд «Стой, раз, два» так не получится. Да? Кому-то не дадут уголовку, кому-то дадут административку. Кого-то просто напугают, заставят задонатить, там, кому больницам, поликлиникам, Красному Кресту, еще кому-нибудь, и все-таки отпустят. То есть оно постепенно должно сойти на нет. Да? А вот эта тактыка, якую яны зараз адабралі, па-першае, спыненыя вось гэтыя так званыя пакаяльныя віды. Да. З другога боку, актыўна запалохваюць сваякоў, каб ніякай інфармацыі не давалі пра затрыманне, да. Судовыя пасяджэнні закрытыя, то есть інфармацыі ніякай нет, вот приговоры, да. Вступившие в силу, тоже все закрыто, нічога не рэпрэсуй, яшчэ больш заціскай, застрашивай, каб інфармацыя не выходзіла. Ну и все. Слушай, ну это наша работа, наших правозащитников такая документировать, да. Ну, ты вот помнишь, когда это были у нас нормальные условия для работы в Беларуси, да? Ну, ваша задача достать эту информацию. И доставали, какими только путями не доставали. И работали, и общались, в том числе с довольно неприятными людьми, да. Так и здесь. Ну, будут убеждать родственников все-таки эту информацию как-то давать, будут работать с новыми данными, будут новые сливы, да. Невозможно это держать в тайне, если это сколько-нибудь массовое. Пока это продолжается, да. Здесь вопрос в том, что ну, знаешь, опять там вопрос публичного давления. Ну, публичное давление почти никогда не работает, да, потому что все мы такие деловые, ты начни меня пугать, ну, вот знаешь, вот гражданин начинает свой вопрос с того, что а ты там не боишься, да, и ты тут же начинаешь тоже быковать в ответ, а я не боюсь, а может я и боюсь. Да, ну ты ж попробуй сознайся. Да? Ну, человек так принято. Да? Как Лукашенко всегда. Мы знаем, это такой типаж, и Сергей Тихановский в этом плане на него похож. Да? На него не надо давить, тем более публично. Да? Ну, вот тебя обнял Келлог. Да? Вот радуйся, сиди. Да? Это не меняет нашего отношения к нему. Это меняет нашу тактику. Да? Если ты публично говоришь, да я б его накол, ну, а в чем выхлоп? Да? Ну, как бы у тебя есть реально на это какие-то рычаги, ресурсы, ты реально этого хочешь, ты на это действительно готов. Ну, как бы это такая фигура речи получается, да, вот я его пугаю, а он говорит, ну, слышите, что тут про меня это самое, мне он угрожает физическим уничтожением, да.
Вот когда господа Озаренок, муковозчик и компания сотрудникам Тутбая угрожали физическим уничтожением, сказали, что это яркие метафоры. Это ничего страшного, вы не пугайтесь, и ничего тут состава нет. А для нас это состав. Вот, ну, работает это на самом деле плохо. Поэтому я бы такую риторику вообще не считала каким-то серьезным там, приемом. Да? Мы давим на Лукашенко тем, что мы его публично, значит, обещаем с ним что-то сделать. Да? Ну, можешь сделать – сделай, не можешь – ну, не сотрясай воздух. Мы с тобой колькі там тыдняў таму сустракаліся, абмяркоўвалі таксама гэтую тэму, і ты выказывала і тут в эфіры, в іншых сваіх інтэрв'ю сваё перакананне, што вызваленні будуць працягвацца, што ты па восені чакаеш, прычым такую вялікую групу вызваленняў. Ведаеш, буквально калі пару на мінулым тыдні, калі панядзелак, у нас быў в эфіры Аркадий Мошас, і ён перакананы ў тым, што насамрэч такого глыбіннага і прадуманага з далёкімі перспектывамі перамоўнага трэка Вашынгтон-Мінск нема. Это такія там как бы прамацаванне, такія наскокі і гэтак далей. І што хутчэй за ўсё казаць і чакаць працягу вызваленняў, прычым масавага, не даводзіцца. Вот все ж таки аргументуй свое бачанне, потому что можно слухать Мошаса, можно слухать Лойку. Абсолютно. Не, ну можно, конечно, кожного слухать, но мне твоя аргументация цікавая. Слушай, ну эта работа идет системно и идет уже почти год. Да, поэтому считать, что это какие-то разрозненные контакты, я бы не сказала. Давно понятно, чего примерно хотят стороны. Где-то в этом направлении все идет. Сергей Тихановский – это тоже такой знак вполне себе серьезный. Да? Там были фигуры гораздо более мелкие, которыми можно было бы сделать приятное американцам. Вот. Поэтому для меня это похоже на вполне системную работу. Это не похоже на какое-то случайное освобождение, когда там 3 инвалидов подвезли на границу и отдали американцам, потому что отдали, да, вот подарок от нас, да. Это вполне себе серьезный сигнал. Тем более, что, опять-таки, это бьет по аргументам многих товарищей, типа господина Воскресенского, который говорил, что тяжеловесы выйдут последними, и даже не пытайтесь, и нечего тут намекать, и не надо на нас давить, да, ну вот пара месяцев, и тяжеловес на свободе. Не спытавшийся Воскресенского? Абсолютно, совершенно. Да, я просто считаю, что эти люди просто не в курсе, абсолютно с ними делиться не будут, и это только по достаточно косвенным признакам можно сложить, попытаться какой-то пазл. Ну, пока вот он вполне не противоречив на самом деле. Слухай, вот, дарэчы, про Воскресенска там некалькі тэзаў ад яго, якія прагучалі, просто цікава дакладней твоё меркаванне. Але найперш, ведаеш, што цікава, оказывается, і мне Судаленко сказаў, што гэта Воскресенскі тады яму пагрукаўся і там типа сказаў, давай паговорым, тут ёсць пра што пагаварыць. Чаму? Вот што менавіта цяпер прымусіла Воскресенскага, там род Церцеля прыйсці і пагаварыць? Ведаючы па першым сваім размове з Судаленко, што той выкладзе гэта публічна потым постфактум гэтую размову. Да, слушай, национальный диалог может принимать самые причудливые формы, даже такие. Ну, я за любой, на самом деле, диалог. Слушай, ну, важно понимать ему тоже, да, что происходит, важно влиять, важно общаться. Да? Это без общения ты теряешь нить, ты теряешь понимание того, как эти люди действуют, что они делают и так далее. Вот, поэтому, ну, почему не поговорить? Не, ну, слухай, ну, не выглядало ж это так. Сидит Воскресенский дома там у себе, что-то ему стало сумно вечером, и думает, дай-ка я завтра Судаленко позвоню, поговорю с ним про политвязнев. Слушай, ну, вот хочу, и национальную я идею, хочу да? с кем-то поговорить, да, у меня зудит, я чувствую, что мне эту тему хочется с кем-то обсудить. С кем мне ее обсудить? И ты начинаешь искать какой-то непротиворечивый вариант, прикидывая, с кем бы ты мог это обсудить. А почему с Леонидом это не обсудить? По-моему, вполне нормальный кандидат. Да? Я когда говорила, что вот в моей такой СИЗОшной фантазии беседовали Маккей с Олегом Гулаком, мне говорят, слушай, ну почему они? Ну, ребят, потому что в моей картине это было непротиворечиво. Я могла себе представить и одного, и второго, общающихся с друг другом, да, темы, аргументы, место. Ну, вот у меня нормально складывалось. Я вот пока себе не могу себе представить, допустим, там,
Тихановскую с Лукашенко, да? Вот мне сложно представить, в каких обстоятельствах, в каком месте, как они могли бы встретиться. Ну, то есть я могу, конечно, включить фантазию, изобразить Нюрнбергский трибунал, да? Но, слушай, ну мы же понимаем, что это фантазия, да? Ты пытаешься какую-то сложить непротиворечивую картину. Вот они у меня в нее прекрасно вписывались, хорошо общались между собой и находили вполне точки соприкосновения, да? Ну, дипломаты умеют находить точки соприкосновения, да, и не надо орать, что как можно вообще тут с этими людьми находить точки, да? Ну, в Беларуси 8,5 миллионов человек, и нам всем надо как-то общаться. И идеи, допустим, там каких-то телемостов сейчас, может быть, воспринимаются несколько странно, но в целом я не вижу в этом какого-то чего-то слишком сложного, да. Ну, давайте поговорим, давайте послушаем аргументы, да. Давайте зададим мы свои вопросы, да. А ведь очень хочется задать эти вопросы. Да? Не такие вот, как там, я не знаю, там, Ермошин спрашивает, как вам не стыдно? Вообще никак не стыдно. Тут же надо точнее, глубже. Для этого нужен какая-то, какой-то формат, какой-то диалог, какая-то возможность. Просто насколько он отбивается, и все, да? А вы не боитесь, а я не боюсь. Вот. А если с человеком так вот поговорить, вот и Воскресенский, ему тоже хочется. У него это все где-то зудит и чешется. Вот. Ну, да. Калі ўсё ж таки про адзін з тэзісаў, які закінуў Воскресенскі, там было шмат, конечно, вельмі такого прапагандысцкага і маніпулятыўнага, але словы про тое, что вось вы сёння здымаеце санкцыі як мінімум з калійкі там і з банкаў і там з Белавія, і назаўтра турмы напалову апусцеюць. Вот у гэта можна уявіць сабе, прычым што гэта адпавядае, можа адпавядаць рэчаіснасці. Ну, слушай, почему нет? Про это Лукашенко сказал, собственно, да, что там, подождите там пару недель, месяцев. Про это американцы сказали, и когда Тихановского отпускали, просили вот этот довольно небольшой, короткий промежуток, там, не то чтобы совсем молчать, просто немножко так вот поосторожнее быть. Вот, почему нет? Почему нет? Вот. Другой вопрос, что если все продолжится так, как идет сейчас, то все остановится. Я не про выход людей, я про то, что с таким трудом вы добьетесь, допустим, одержите большую победу, откроете небо, которое закрыли, напомним, из-за Протасевича, который, напомним, на свободе, и который, напомним, проблем создал намного больше, чем выхлоп от его там, свидетельств, показаний и так далее. Вот. Хотя он испортил жизнь достаточно многим людям, но, послушайте, их жизнь была бы испорчена и без него наверняка. То есть, ей-богу, да, такие убытки государству нанести, это надо было еще умудриться, да, с таким выхлопом достаточно сомнительным. І у чым мне там я што думку не зразумеў, то есть вот і што тады, якія тут в гэтым дрэнна, не дрэнна вот про выхлоп? Слушай, здесь вопрос в том, как это структурирована сделка, да, чтобы, во-первых, каждая сторона выполнила свои обязательства. Наполовину опустеют, это сколько, да? Это как минимум там 1000 с копейками политзаключенных, да, потому что в тюрьме же сейчас не 2000 человек, а больше. Вот. Уголовных нам не надо отдавать, потому что если... тут проблема еще в том, что как бы мы не всех далеко ведаем, да. И не всех признали политвязнями, потому что, в принципе, шмат про кого не ведаем за тых причинаў, про якія мы уже обмярковывали раней. Слушай, это личные риски, личный выбор человека. Кто-то говорит, не надо меня никем признавать, мне там дадут год, максимум 1,5, с учетом день за 1,5, я выйду там через 5-6 месяцев и смогу остаться в стране, смогу выехать, это будет мое решение. Не надо меня признавать никем, я пытаюсь выдать себя за неполитического. Если будет какая-то сделка и какие-то люди будут выходить, то если тебя в никаких списках нет, я не знаю, что будет с такими людьми. Вот. Всегда всегда кто-то остается, да, невозможно обменять прям совсем всех, если мы не знаем этих всех поименно, да. Поэтому, да, очень важная работа, и очень важную работу делает «Весна» и их коллеги, когда документируют всех, чтобы в случае чего никого не забыть, чтобы знать, что люди там есть и так далее. Вот. Ольга, два моманта. Першае, ўсё ж таки тое, што адбывалася паміж Келагам і Лукашенко, як стала, што вынікам вызвалення групы вязняў на чале з Тихановскім, гэта ўсё ж таки была сделка?
ці гэта быў там как бы жест такі, ну вот на табе от... Ну, мне кажется, что это часть ее именно потому, что А что навзамен? Фигура Сергея и фигура еще нескольких сидельцев с очень большими сроками, ну, она вполне себе показательная. Замен, слушай, ну, я думаю, что посольский все-таки будет какой-то шаг, тем более, что по России они в этом направлении продвинулись дольше. Вот. Ну, а санкции дальше, санкции следующим будут шагом, я так думаю. Ну просто вот как бы все так сядзяць і думаюць, ну вот часто прошло колькі там з таго моманту і ніякіх нават размоваў, что там скажем абмеркаванняў там дзе-нибудь на там я не ведаю в Сенаце у США там что давайте там прыпынем там такія-то санкцыі ў дачыненні там да Лукашэнкі там ці яшчэ што, то есть вот как бы цішыня ў гэтым накірунку, такое адчуванне, что Лукашенко за гэта нічога не атрымаў. Нет, слушай, ну я бы не спешила абсолютно, это точно не быстро делается, и там, если как с Россией шел вот этот какой-то такой их постоянный этот диалог давить, не давить, и тут же там бах, там посольство возобновляет работу. Ну, такой, ну ладно, ок, да, ну вот явно это было частью договоренности, вот они это сделали, да, то есть риторика уже даже немножко начала меняться, а договоренности все равно выполнены, вот, поэтому ждем, пока ждем. Ну і другі момант, не один раз прогучалі гэтыя словы, что ну можа быть варта было б там, ну скажем так, не помаўчаць ужо зусім, але там скажем не так востра выказвацца ці не па ўсіх тэмах выказвацца. Ты сапраўды думаеш, что маглі пэўным часам, ну калі не сорваться, то затормозиться там? Нет, не могли, только для того, чтобы не нервировать близких, родственников, которые опасаются всего, да, что вот сейчас, допустим... То есть, умовно кажучи, вот то, что претензии выказывают Тихановскому, чего ты там вот все ж таки не мог помолчать, тебя же попросили. То есть, это не спрацовывает, не так працует. Слушай, это не повлияет на договоренности, это может повлиять и влияет сильно на эмоциональное состояние родственников, да, потому что они такие, вот я не знаю, сейчас вот Путин, значит, вот не идет на компромисс, Трампу не поддается, да, а вдруг это сорвет сделку, или наоборот, а вдруг будет там какая-то по Украине договорняк, и мы не попадем. Люди боятся всего, люди очень ждут, да, им сейчас кажется, что все может нарушить их планы, ожидания, надежды, да, поэтому чисто из уважения к ним и из солидарности с тем, кто идет за тобой, да, ты просто не последний, да, за тобой едут люди, которым тоже страшно, которые тоже надеются. И, ну, в общем, небольшую паузу я не то, что там надо там кого-то заткнуть, категорически нет. Да? Тем более, что потребности после выхода у людей тоже разные. Кто-то хочет закрыться в помещении, наконец-то посидеть одному, успокоиться, там, выдохнуть, восполнить какие-то пробелы. Кому-то надо идти к людям, общаться. Ну, все разные мы, да. Просто из уважения к родственникам, которые волнуются, напрягаются и пишут, ну, все, сейчас вот точно это все сорвет. Вот. Ну и опять, если все-таки не состоится, да, чтобы потом не слышать эти упреки, косые взгляды и так далее. Да, потому что очень тяжело винить себя, да, что вот, ну а вдруг действительно я, да, ну, с вероятностью 99,9 это не ты, но, а вдруг все-таки это вот из-за меня. Ну, потому что сапраўды вось гэтыя словы про тое, что там часова там можа быть там помаўчаць яшчэ что-нибудь, яны таксама у пэўнай катэгорыі людзей выклікаюць такой, ведаеш, стойку такую, потому что пишут вот: Вольга, як вы думаете, колькі часу пройдзе от давайте маўчаць, да, давайте паўсці на коленях? Ну, я не знаю. Ползти на коленях американцы никого не просили, нет? Ну, если вот меня просят те, кто меня спасал, пожалуйста, да, у нас есть какие-то свои соображения, там, помолчи, там, неделю. Это не то, что не говори об этом никогда, да. Это просто, да, вот, ну, любые обобщения, любые черно-белые тона, они, конечно, да, давайте ползти на коленях. Ну, Тихановский же никуда не полз, да, приехал Келлог, забрал, ну, дай бог заберет еще. Да, его же не Лукашенко попросил, его попросил те, кому он сказал спасибо на своей пресс-конференции первой, кому он, когда поедет в Штаты, наверняка скажет спасибо еще раз. Да? Ну, и они попросили не чего-то такого, прям отказаться от своих амбиций, да? Там, я не знаю, прочитать оду Лукашенко. Они ничего такого его не попросили. Давайте уже минимальные компромиссы не считать пораженческими настроениями. Да? Ну, видимо, им зачем-то это надо.
Мне сложно сказать, зачем. Ну, подождем, спросим. Да? На самом деле, очень много интересного мы узнаем сильно позже, да? В том числе про известных людей. Поэтому тут пока... Галоўнае, каб не было як с Лукашенком, который будет очень интересно, с какого-то нам с 94-го года рассказывает, будет очень интересно, я вам видеокассету там с Верховного Совета покажу и так далее. Тогда это часу ничего и не все мы этим грешим. Ну, я все жду сигнала от Прокопьева, когда, помнишь, Пригожин шел на Москву, а Прокопьев сказал, что вот ждите, сейчас будет там сигнал от каких-то белорусских высокопоставленных чиновников. Я, слушай, вот мне сказали ждать, я жду. Вот. Ну, слушай, мы же понимаем, что, ну, бывает, ну, сказал чуть лишнего, да, яркую метафору использовал. Но, Вадим, майте на увазе, Ольга чакае. Не подводите девушку, ўсё ж таки. Дарэчы, а про чыноўнікаў, як ты думаешь, наколькі ўсё ж таки выказванні асобных людзей про тое, что ну и там же ж людям, этим вот чыноўнікам усім ж таксама Лукашенко уже достаў, яны там вот, ну вот ледь стрымліваюцца. Наколькі это адпавядае чэснасці? Я думаю, что многие чиновники сейчас пытаются законсервировать для себя эту ситуацию, пытаются выдать 25-й год за новый 19-й год, потому что не видна альтернатива, не видно, что будет взамен, почему оно будет лучше. Поэтому они пытаются пока, ну, вот как есть, да, зафиксировать эту ситуацию, пытаются жить в ней и что-то там даже себе поиметь. Но в целом, слушай, ну, у всех есть ожидания, есть опасения, что будет потом, потому что очевидность этого потом, оно, ну, прямо на наших глазах происходит. И чем раньше это будет спланировано и объяснено, тем лучше, да, он, опять, да, о словах, да, кто-то детьми клялся, что тот срок последний, да, это было, бумага помнит, ладно, сказал, тут что такое не скажешь иногда, там на бумаге это было, вот, обещание Лукашенко. Ну, видишь, ситуация поменялась. Вот. Мужик, человек своего слова, да, сам дал, сам взял. Вот. Слушай, ну, ситуация меняется, да, ладно, мы не будем уже тут сильно троллить, ситуация действительно меняется. Часть чиновников ждет, многие точно его не любят, вот, любить больше не стали, это тоже очевидно. Ну, подрастает вот это молодое поколение карьеристов, которые хотят там погоны, которые хотят портфель, которые хотят что-нибудь, значит, себе немножечко украсть. Ну, конечно, хотят, конечно, амбициозные такие товарищи вот, имеются, но это не масса основная. Вот мы таксама гучалі не один раз слово ситуация меняется вот Трамп разлюбіў Путина. Ой, вообще, да, а як это можа паўплываць? Ситуация поменялася, и вот на вот этой спробы Лукашенко спадабацца, попасть там, занять сердце свободное от Путина уже в сердце. Слушай, вот именно поэтому я думаю, что обе стороны будут хотеть сделку до конца довести. Усилий много, год работы, да, а на выходе Трамп, я не знаю, там передумает и займется вместо войны в Украине и соседних стран, займется кем-нибудь еще, да, там с мексиканцами что-нибудь непонятное обнаружится или еще с какими-нибудь соседями. Вот. Поэтому я думаю, что вот эта взаимная заинтересованность тему допилить, закрыть, закончить, поставить точку, она будет подталкивать в эту сторону. И я не думаю, что Лукашенко чувствует себя комфортно в этой ситуации. Да? Если уже его друг и авторитет Алиев с Зеленским начинает какие-то разговаривать, это уже такой сигнал, прям сигнал, совсем сигнал, да? Что, может, и мне надо бы немножко при всей любви к Путину немножко диверсифицировать эту любовь. Вот. Отрымается? Слушай, ну он мастер в этом. Он мастер, причем он мастер говорить одно, делать другое. И я тут... Ну, сейчас в интересах Республики Беларусь, чтобы ему это удалось. Вот в этом очень узком моменте. Да? Вот. Только не надо это экстраполировать, что надо куда-то ползти или укреплять режим, не дай бог. Да? Да. Вот. Но в моменте было бы очень полезно, чтобы он посмотрел в этом направлении, да, тем более вот с Алиевым посоветовался, да, как тебе Путин поможет, что он с тобой сделает и куда тебя пошлет с твоими проблемами. Ну и на завершение. Я б хацеў тэму перамоваў, про якія вось ты казала, что уяўляла сабе ў прынцыпе перамову Макея с Гулаком, і ў прынцыпе тут можна было уявіць і часы іншыя, і Макей іншая персона, і Гулак, в прынцыпе перамовы Лукашэнкі з Ціхановскай
складана, тым больш там Лукашэнкі с Латушкай там ці з Прокоп'евым ці яшчэ з кім-небудзь. А ўвогуле калі паглядзець шырэй на саму тэму перамоваў умоўнага круглага стола по прыкладзе там солідарнасці Польшчы 86-го года і гэтак далей, днямі как-то так закінули гэтую тэму просто на пагаварыць у чат толькі рэфарматары і рэфарматаркі, там Краўцоў, здаецца, закінуў, пачалі там просто абмяркоўваць гэтую сітуацыю, наколькі магчымы гэты круглы стол, хто бы мог з кім там перамаўляцца, там дымсілы, там рэжымы, гэтак далей. Ну там же ж ёсць мальчыкі там і гарошкі, которые там скрынят адразу это все, и потом выдал там текст у себя: да с кем тут говорить, посмотрите на себя, политические нищеброды, и все это такое вот таким вот стыле. И по великому-то рахунку, калі поглядеть, вот Лукашенко и режим, яны с не келах, а вот калі казаць про дэмакратычныя сілы, яны на нейкія перамовы, ну апроч у СІЗА КДБ там круглого стола, яны готовыя? Сам Лукашенко, думаю, нет. Ну, знаешь, я себе этот круглый стол прям вижу. Прям вижу. Во главе стола вижу уже упомянутую мной Лилию Власову, которая умеет эту ненасильственную коммуникацию всяким агрессивным товарищам, так сказать, продавать и внедрять в их изувеченное сознание. Вот. Да и людей вижу на самом деле из Беларуси. Это, ну, слушайте, не будет там пропагандистов самых отъявленных, так ничего страшного. Ну, и Пал Палыча вполне, кстати, вижу, и Светлану Георгиевну, а почему нет? Ну, я вот прям даже не вижу, почему нет. Опять, слушай, ну, искушение все-таки сделать из Беларуси приличную страну, оно ведь остается, да, и, ну, хорошо, режим пал, режим рухнул, это все легко себе представить. Сложно себе представить следующий шаг. Как те, кто сейчас здесь, как земсилы, как они туда телепортируются и в каком качестве, с какой поддержкой, особенно если их поддержка останется здесь, да. Вот, ну, поэтому я себе это живо представляю. Это такая очень положительная визуализация на самом деле. Все меняется и все магчыма. Абсолютно. Дзякуй вялікі. Вось на гэтай пазітыўнай ноце мы сёння і завершым наш візіт з маёй выдатнай госцяй, аглядальніцай, кіраўніцай праекта, рэдактаркай выдання «План Б», былой палізняволенай Ольга Лойка. Но я думаю, что я не раскрыю вялікага сакрэта, калі, можа быць, праанансую, что мы будем регулярно сустракаться. Мы приняли вось буквально перед нашим эфиром с Ольгой приняли такое решение, что будем регулярно сустракаться, найхутчэй по аўторках, ну и где-то так раз на 3 тыдні, там праз 2 тыдні будем ладить такие сустрэчы, так что будете бачыць и слухаць нас часцей. А для гэтага подписывайтесь як на «План Б», так і, безумоўна, на YouTube-канал Еўрарадыё, каб не прапусціць нашыя наступныя сустрэчы. Дзякуй вялікі. Жыве Беларусь. Вечно.